Верховный суд Коми значительно усилил наказание 34-летнему Сергею Киберову за убийство друга. Напомним, в ноябре 2019 года в его квартире в городе Микунь было обнаружено тело мужчины, который работал мировым судьей в Усть-Вымском районе. Вечером напарники готовили припасы и амуницию, чтобы утром ехать на охоту. По словам обвиняемого, они легли спать. Утром во время сборов произошел несчастный случай. Я проснулся, подтянулся, вынул ружье. Потом как-то так или... Нет, у меня правая уже тут была, получается, рука. А этой рукой оттянулся за руку. При постановке оружия в чехол произошел выстрел. Киберев признался в гибели друга, но заявил, что это случилось неумышленно. Следствие ему не поверило, поскольку мужчина путался в показаниях. Кроме того, на лице, шее и ногах погибшего были обнаружены характерные для борьбы или драки телесные повреждения. Были обнаружены побои, на лице кровоподтеки, ссадины, соответственно, на коленях. То есть было видно, что он в какой-то момент падал на пол. До производства выстрела было произведено удушение. Удушение достаточно сильное, что привело к перелому двух костей органов шеи. После этого, как вообще было установлено судебно-медицинским экспертом, на какой-то период времени он потерял сознание, пришел в себя, и после этого был произведен уже выстрел, который являлся смертельным. Ситуационно-баллистическая экспертиза по траектории выстрела, следам крови и дроби на стенах, расстоянию и силе выстрела установила. Выстрел из ружья был прицельный с обеих рук. Попытки стороны защиты поставить под сомнение вменяемость обвиняемого, временное помутнение его рассудка вследствие перенесенных травм, опровергла судебно-психиатрическая экспертиза. Суд первой инстанции признал Сергея Киберова виновным в умышленном причинении смерти, назначил 8 лет колонии общего режима. Обязал выплатить вдове и детям-сиротам 3 миллиона рублей. Сторона защиты и потерпевшие обжаловали приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Коми увеличил основное наказание до 11 лет лишения свободы.